Марына і Віталь Кісяльчук з Ельска удзельнічаюць у конкурсе ўпершыню. Настрой пазітыўны, за плячыма дні напружаных рэпетыцый. Стаўку робяць на сваю спартыўную загартоўку. Наши репетиции проходили и вне дома, готовились всей семьей, старались друг друга во всем поддерживать, потому что понимаем, так сказать, всю ответственность этого конкурса и тоже хотим показать свои, так сказать, умения. Наша семья строится на спорте, здоровом образе жизни. Я инспектор сектора спорта Ельского райисполкома. Муж уже более 10 лет участвует в полумарафонах и марафонах в Беларуси. Да. Дочка занимается дзюдо. Младший сын дзюдо і футбол. Сустрэча з кіраўніком рэгіёна сабрала 6 каманд фіналістаў, у якіх выхоўваюцца ад 3 до 6 дзяцей. Кожная з іх прайшла адборачны тур, прадэманстраваўшы прыклад любові, узаемапавагі і адказнасці. Падчас адкрытага дыялогу Іван Крупко пацікавіўся меркаваннем удзельнікаў пра работу новых сацыяльных аб'ектаў у раёнах і падзяліўся перспектыўнымі планамі. Для нас это каждый раз очень ценно, очень интересно и душевно. Все встречи проходят иногда так с волнением, начинаются в каком-то ключе, немножечко напряжение, потому что не знаешь, как все пройдет, но это всегда потом перерастает просто в беседу, в диалог. Встреча прошла хорошо, все семьи себя представили, показали, кто, что, у кого какие детки. И Иван Иванович про всех послушал, узнал, у кого что интересовало его еще подробнее. Очень хорошо, что руководство области слышит своих жителей, и очень хорошо, что проводятся такие открытые площадки, на которые можно задавать вопросы и получить ответы. Падчас сустрэчы гаварылі пра каштоўнасць мацярынства, дзяржаўную падтрымку і папулярызацыю пераемнасці пакаленняў. Многія ініцыятывы удзельнікаў ужо ўвасобіліся ў рэальныя сацыяльныя праекты. Хотелось больше сделать акцент на женщинах, обратить внимание на женщину-мать, на успешную женщину, которая может совмещать и роль мамы, и роль талантливой какой-то рукодельницы, и при этом успешной. То есть мы хотим донести идею того, что любая отрасль, любая карьера не может быть помехой для мамы. Я сама, например, мама 6 детей. Это абсолютно мне не помешало, а наоборот подтолкнуло к развитию. Губернатар падрабязна адказаў на кожнае пытанне, пасля чаго для гасцей правялі экскурсію па палацы Румянцавых і Паскевічаў. Пераможцу абласнога этапу вызначаць ужо заўтра. Менавіта гэтая сям'я прадставіць Гомельшчыну у фінале конкурсу ў Мінску. Леся Федарцова, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель».